Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутия» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Этот день, 21 апреля, мы начинаем вместе с вами Степан Федоренко и Полина Долинская. Сегодня в нашем эфире мы узнаем, как в возрасте 60+ выглядеть стильно, молодо и здорово, чем на досуге занимаются главные бухгалтеры в Бердигистяхе, ну и как избавиться от синдрома хронической усталости. Конечно же, сделаем утреннюю зарядку. Наш коллега Руслан Ачиров поделится интересными лайфхаками. Ну и, само собой, нас ждут интересные гости. Напомним сразу же номер нашего WhatsApp 914-273-44-88. Присылайте на него привет и поздравления для своих близких. Также какие-то интересные новости, позитивные утренние события, которые произошли в вашей жизни или в вашем городе, в вашем регионе. Инстаграм «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы наших передач. Ну, а продолжит наш эфир информация о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра столбик термометра в центральных районах зафиксировал от 12 до 25 градусов. В заречной группе 11-24 градуса ниже 0. В южных заметно теплее, чем вчера. 8 градусов со знаком минус в Валдане и Нерюнгри. В Вилюйской группе от 13 до 24 градусов. Морозно в Нижнеленских 16-17 градусов со знаком минус. В западных от 5 до 11 градусов ниже 0. Теплее всего сегодня в Колымо-Дигирской группе улусов. Здесь в 6 часов утра столбик термометра зафиксировал плюс 6 градусов. В Янских районах морозно от 12 до 22 градусов. Ну и холоднее, чем вчерашним днем на северо-западе от 13 до 28 градусов со знаком минус. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 14 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный дул со скоростью 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный подует с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Днем 0 плюс 2 градуса. Ну и продолжим мы такой теплой, я бы даже сказал, горячей темой и очень вкусной. Google признал борщ российским блюдом. Вот так вот. В студии Мне кажется, давно пора. В студии наш новостной обозреватель Василий Радченко. Василий, доброе утро. Доброе утро. Что стало причиной? Вот, кстати, в том, что давно пора согласны не все, мы не знаем, а в интернете с декабря прошлого года вели ожесточеннейший спор за принадлежность борща и, как нетрудно догадаться, с украинцами. Кульминацией словесной перепалки стало то, что интернет-платформа Google «Искусство и культура» все-таки включила борщ в список 10 российских блюд, вошедших в историю. Ну а теперь к главным темам. В Якутии 2 человека заболели британским штаммом COVID-19. Об этом на совещании оперштаба сообщил глава региона Эсен Николаев. Оба заболевших в семье из Якутска, отдыхавшей в Турции. Более того, многие якутяне сегодня находятся на отдыхе за рубежом, поэтому не исключены дальнейшие случаи завоза коронавируса. Глава поручил организовать контроль за приезжающими. Все они обязаны сдать ПЦР-тест и разместить результаты на портале государственных услуг. У нас на территории республики подтвержден первый случай британского штамма, завезенный нашими жителями в Якутске. Так, семья из Якутска, которая отдыхала в Турции, в начале апреля приехала, заболела так, по приезду, хотя анализы при въезде на границе были отрицательные, через 3 дня заболели. Вот, и сейчас уже после проверок лаборатории за пределами республики официальный Роспотребнадзор уже дал заключение, что это британский штамм. Соответственно, с учетом того, что этот штамм опасен тем, что он распространяется гораздо быстрее, у нас, по крайней мере, по Якутску уже есть серьезная угроза. Глава Якутии поставил задачу максимально разобщить людей, минимизировать их контакты. Также дано указание усилить соблюдение масочного режима в общественных местах, транспорте, местах отдыха, во всех организациях и предприятиях. Соответственно, оперативным штабам всех муниципальных образований необходимо усилить разъяснительную работу с населением.
о необходимости соблюдения ограничений, чтобы люди отказались от проведения больших семейных мероприятий, коллективных выездов на природу или на различные маевки. Также необходимо повсеместно принимать меры по недопущению массовых корпоративных мероприятий, организации различных субботников, общественных спортивных мероприятий на слегах, поселках, городских округах. Задача сегодня стоит по максимальному разобщению людей, по минимизации контактов для стабилизации эпидситуации. Более 8,5 тысяч человек заболели ОРВИ в 15-ю неделю года в Якутии. Уровень заболеваемости превысил эпидпорог более чем на 26%. Отмечается, что более 2/3 из них приходится на детей. Среди установленных вирусы негриппозной этиологии. Это парагрипп, аденовирусы, РЦ-вирусы. В Роспотребнадзоре призвали в случае появления признаков ОРВИ не заниматься самолечением и немедленно вызвать врача. К другим новостям. Данные о недвижимости россияне смогут получить на портале госуслуг. Возможности сервиса расширены. Постановлением премьера Михаила Мишустина в личном кабинете можно будет ознакомиться со сведениями о виде объекта недвижимости и его назначении, дате ввода в эксплуатацию, кадастровом номере и кадастровой стоимости, площади помещения, его основных характеристиках, размере доли в праве собственности. Информация будет загружаться из Единого государственного реестра недвижимости ЕГРН. Владимир Путин назвал две темы послания Федеральному собранию. Нужно, чтобы каждый рубль господдержки был использован эффективно и пошел на пользу гражданам и экономике. Об этом заявил президент на совещании с администрацией Кремля и Кабмина. По словам Путина, результат должен быть максимальным. Социальную сферу и инфраструктурные проекты он назвал важнейшими направлениями. Напомним, что вместе с губернаторами российских регионов глава Якутии Айсан Николаев также примет участие в церемонии оглашения ежегодного послания президента Путина Федеральному собранию. Мероприятие состоится сегодня, 21 апреля. Отборочные соревнования 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Россия» торжественно открыли в Якутске. До 24 апреля конкурсанты из 55 регионов страны поборются за право участвовать в финале. По итогам жеребьевки ожидается приезд 311 участников. Соревнуются по 6 компетенциям. Это 3D-моделирование, графический дизайн, ювелирное дело, разработка мобильных приложений и другие. Победители получат путевку в финал, который пройдет в июле в Республике Башкортостан. С появлением движения WorldSkills система среднего профессионального образования вообще кардинально поменялась в лучшую сторону, можно сказать, потому что появились стандарты, куда нам надо стремиться. Они очень высокие. И теперь каждый директор, каждый руководитель знает, куда должен стремиться, куда надо влаживать свои средства, чтобы показать наилучшие результаты. К этой минуте пока все. Передаю слово коллегам. Спасибо, Василий. Ну что ж, мы продолжаем наш эфир. Желаем всем доброго утра, среды, середина недели наступила. И самое время для бодрости сделать бодрую зарядку. Доброе утро, меня зовут Ксения, я фитнес-инструктор города Нерюнгри, стадион «Горняк». У нас сегодня будет с вами бодрящая тренировка, разминка, зарядка для удачного, продуктивного дня. Итак, начнемте. Мы с вами начнем работу от головы. Проворачиваем слева направо, на выдох вперед. Поставьте ноги на уровне ширины плеч. Не закидывайте голову слишком назад. Работаем плавно на выдох. Повторяйте как минимум 20 повторений в одну сторону и в другую. Добавляем работу на плечи. Плечи вверх, назад и вниз, сводя лопатки в задние точки, открывая грудную клетку и в темпе. То же самое, 20 повторений и в обратную. Выдох вперед. Разводим лопатки, сводим грудные мышцы. Итак, вытянем руки вверх и на каждый выдох опустим руку в пол. Снова вдох и выдох, открывая плечи назад, смотря взглядом в потолок, открывая плечи, выводим взгляд из-под плеча вверх и можно в темпе, не поднимая руку в потолок, на каждый выдох наклоны вправо и влево. Отлично. Круглая спина, тыльная сторона ладони открывает и закрывает грудную клетку. Тем самым мы с вами открываем нашу диафрагму. Делаем
работу на грудные, на мышцы спины. То же самое в темпе, как минимум 20 повторений. Итак, опускаемся вниз до уровня бедер, отставляя ноги на ширине плеч, делаем круглую спину вверх, вдох и выдох на подъеме за макушкой в потолок. Покажу вам сбоку. То же самое в темпе, как минимум 20 повторений, выпрямляя каждый раз руку от себя в потолок и грудью вниз. Итак, отставим здесь, работаем на мышцы плеч, мышцы спины. Выдох, взгляд впереди, живот подтянут. На каждый выдох работаете плечи, разворачиваете вперед. Можно немножко прибавить темпу, также как минимум 20-25 повторений. Далее на 3 пружины остаемся внизу. Снова выходим вверх, вдох. 1, 2, 3. Сохраняйте мышцы спины ровными. Делаем шаг шире. И работаем на протяжку уже передней, задней части бедра. На одну ногу стоп. Остаемся на одной ножке. И потихонечку проворачиваемся в одноименную, например, в эту сторону, в правую. Опускаем таз вниз, колени отставляем над пяткой, выходим постепенно наверх, выдох, вдох, отлично. Разворот, круглая спина, собираем ноги, позвонок за позвонком, поднимаемся вверх. Добавим небольшую работу на растяжение мышц спины плюс ножки. На каждый выдох сохраняем мышцы спины ровными, мышцы живота подтянутыми. Опускаем корпус вниз. То же самое добавляем 3 пружины. Вдох, выдох, вдох. Отлично. И еще немножечко силовых упражнений. Добавим присед. Вдох на выдох. Как минимум 20-25 повторений. Если у вас есть время, силы и желание, можно повторить данный комплекс как минимум 3-4 круга. Будьте здоровы, хорошего вам дня и настроения. Спасибо. В Якутске в эти дни проходят отборочные соревнования «Молодые профессионалы». 169 человек в 2 возрастных категориях. Молодые профессионалы и юниоры принимают в них участие. Победители отборочных соревнований представят наш регион в 9-м национальном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Россия. Гость нашей студии. Гость нашей студии – директор Департамента оценки компетенции и квалификации Агентства развития профессионального мастерства WorldSkills Россия Данил Уфимцев. Данил Александрович, доброе утро. Доброе утро. Ну, каковы особенности проведения отборочных соревнований WorldSkills в этом году? Ну, особенностями соревнований, которые проводятся в целом в совокупности, является охват 31 субъектом, где субъекты Российской Федерации организовали площадки по наибольшему количеству компетенций, их больше 100 компетенций, по которым проводятся соревнования. И важно здесь отметить, что Якутия традиционно выступает с 2017 года площадкой, на которой проводятся как раз-таки эти отборочные соревнования. Вот демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills в системе аттестации по программам среднего профобразования проводятся уже не первый год. Что из себя эти экзамены представляют и в чем их преимущество? Ну, фактически здесь мы говорим о том, что мы внедряем эффективный инструмент оценки профессионального мастерства у обучающихся, которые обучаются по программам среднего профессионального образования. Если в буквальном смысле объяснить, то если раньше там сварщик или повар или автомеханик занимался написанием дипломной работы о том, как бы он там применял свои профессиональные навыки, то сейчас это фактически для обучающихся и выпускников по программам среднего профессионального образования означает, что они должны прийти на площадку, которая соответствует, важно здесь, современному оборудованию. Именно мы ориентацию делаем непосредственно на самое современное оборудование.
ориентацию на требования работодателей. Важно, что на этот экзамен приходит конкретный заказчик, который заказал студентов по тому или иному направлению подготовки, и непосредственно студент демонстрирует эти профессиональные навыки. То есть, в принципе, как раз-таки во время экзамена и происходит встреча с потенциальным работодателем. Да, и самое главное, что эта система оценивания, она еще и независимая, поскольку, если опять-таки сравнить с традиционной системой аттестации, здесь привлекаются независимые эксперты, которые не участвовали в подготовке непосредственно конкретных студентов или выпускников. То есть нету конфликта интересов с точки зрения «я подготовил, вот, пожалуйста, посмотрите, какой А хороший». сама аттестация, она также сохраняется? Ну, тут нужно говорить о том, что если по рабочим профессиям мы полностью заменили демонстрационным экзаменом, то есть, а по специальностям у нас идет непосредственно вот этот вот практический экзамен, и плюс мы говорим о дипломном проекте, который также остается, поскольку требования у специалистов, они чуть выше, чем нежели просто у рабочих. Ну, здорово. А по каким направлениям ребята сдают демо-экзамены и в чем преимущество такого вида экзаменов? У нас в целом, если говорить о Российской Федерации, мы там с 70 компетенций с 2017 года, вообще проект реализуется с 2017 года, и с 72 компетенций мы начинали реализацию этого проекта, то сейчас у нас уже заявилось, все 85 субъектов Российской Федерации участвуют в этом проекте, и 174 компетенции, по которым проводится демонстрационный экзамен из 204 возможных. То есть есть компетенции, которые еще можно выбрать. И, конечно же, есть компетенции, они фактически все отрасли охватывают. Это, во-первых, мы говорим о том, что у нас агентство является представителем международной организации WorldSkills International. Там есть 6 блоков. Это и IT-сфера, и строительство, и промышленные технологии. Плюс ко всему, наша страна очень активно развивается, и для понимания соотношения в мире и в 2 чемпионата, в которых мы участвуем, мировой чемпионат, он, кстати, в Казани в 2019 году проводился, и европейский чемпионат, это всего 61 компетенция, которая описана с точки зрения мирового стандарта. Мы переняли эту технологию, и по этой технологии описываем с участием наших предприятий, компаний, и в совокупности у нас всего 215 компетенций, плюс вот эти вот 61 компетенция. И, конечно же, у нас отдельно появились такие блоки, как образование, допустим, дополнительно 7-й блок, сфера услуг представлена очень активно. То есть все направления подготовки, которые у нас есть, мы их фактически закрываем. И если говорить о непосредственно аттестации в форме демонстрационного экзамена, у нас 485 федеральных государственных образовательных стандарта, по которым ведется подготовка и обучение в различных типах учреждений, в том числе и в учреждениях учреждений ФСИН, Федеральной системы исполнения наказаний, где тоже такой демонстрационный экзамен в ряде регионов проводится. Вот, поэтому в совокупности, конечно же, мы охватываем все типы учреждений, все непосредственно направления подготовки, и в совокупности в этом году, в 2021 году, у нас 258 федеральных государственных образовательных стандартов охватывается. А какие регионы страны являются лидерами по демо-экзаменам? И Якутия в этом рейтинге где находится? Ну, здесь про лидеров говорить всегда, конечно, можно с разных позиций, критериев, но в совокупности у нас Якутия стабильно участвует в масштабировании демонстрационного экзамена. Первое, это то, что можно отметить, Якутия с самого начала включилась в проект реализации демонстрационного экзамена. У нас на федеральном уровне реализовался проект «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста». То есть задача этого проекта была полностью сборка всех практик на уровне субъектов Российской Федерации от начала профориентации, прогнозирования, подготовки специалистов под запрос предприятий конкретного трудоустройства, где одним из разделов был демонстрационный экзамен. И Якутия как раз-таки была из 20 субъектов Российской Федерации пилотным регионом, который включилась в это направление.
Сейчас, как я отметил, уже 85 субъектов участвуют, и здесь можно в совокупности делать количественные рейтинги, но у нас изначально Москва, как субъект Российской Федерации, максимально использовала. Сейчас активно у нас Республика Башкортостан тоже, в которой, кстати, пройдет финал национального чемпионата. Ну, регионы, они все уже активно участвуют, и в совокупности достаточно все из года в год активно масштабируются. Ваши пожелания? Пожелания молодым специалистам. Ну, я бы хотел пожелать в первую очередь обратиться к участникам, которые приехали в Якутию. Это достаточно почти больше половины страны из субъектов Российской Федерации приехали ребята. Я хотел бы им в первую очередь пожелать удачи, чтобы они максимально могли продемонстрировать свое профессиональное мастерство, поскольку их дальше будет ждать финал национального чемпионата «Молодые профессионалы». Ну и экспертам, конечно же, как всегда, независимого оценивания. Спасибо, Даниил Большое вам Александрович. спасибо. Действительно, будущее нашей страны находится в руках вот именно компетентных молодых специалистов. Серьезный удар по финансовому состоянию туроператоров нанес запрет на выезд российских граждан в Турцию. Порядка 5 миллиардов рублей не досчитаются компании, предлагающие туристические услуги. Подробнее об этом и о других новостях экономики расскажет Нюргуяна Иванова. Потери российских туроператоров от ограничения авиасообщения с Турцией составляют минимум 5 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, эти потери компенсируются после 1 июня с восстановлением полноценного авиасообщения с Турцией. Отметим, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса. Количество рейсов сокращено до 2 в неделю на взаимной основе. В связи с этим россияне стали активнее бронировать жилье на курортах Крыма и Краснодарского края. В результате цены на посуточную аренду жилья на курортах Российской Федерации к настоящему моменту увеличились от 6% до 16%. После первых новостей о приостановке авиасообщения с Турцией всего за 3 дня спрос на посуточную аренду жилья на курортах Крыма и Краснодарского края вырос на 25%. При этом курорты Крыма пользуются большей популярностью, чем курорты Краснодарского края. В Крыму прирост составил 28%, в Краснодарском крае 15%. Наибольший всплеск спроса пришелся на Краснодар, далее идут Феодосия, Сочи, Севастополь и Ялта. Индустрия развлечений в России начала постепенно возвращаться к допандемийным оборотам. Однако в целом россияне теперь стараются тратить на развлечения меньше и выбирают более экономные варианты досуга. Это посчитал платежный сервис для интернет-магазинов Cloud Payments. Оборот онлайн-продаж в феврале 2021 года составил 85% от оборота до пандемийного февраля 2020 года. А вот средняя сумма покупки в этой товарной категории в феврале 2021 года оказалась на 35% ниже, чем в соответствующем периоде 2020 года. При этом количество онлайн-транзакций выросло на 31%. Это говорит о том, что люди стараются чаще радовать себя и близких, но при этом стараются тратить на развлечения меньше, чем до пандемии, выбирая более экономные варианты развлечений и отдыха. Этнотуристский кластер «Юрта мира», посетители которого смогут больше узнать о культуре и быте коренных народов Севера, планируют создать на территории Эвена-Бытантайского национального района в Якутии. Проект вошел в стратегию социально-экономического развития арктической зоны региона на период до 2035 года. В документе отмечается, что проект планируется реализовать как отдельный, так и на базе существующих этнографических музеев. Этнокомплекс «Юрта мира» запланирован в райцентре селе Батагай-Алыта. Также проект объединит все населенные пункты района. Кому-то в этом году действительно придется затянуть поясок некоторым предпринимателям, а вот кто-то просто даже и не думает экономить. Да, не думает экономить. И пару кроссовок Nike, принадлежавших американскому рэперу Канье Уэсту, в которых он выступал на церемонии Грэмми в 2008 году, в пятницу, 16 апреля, выставили на аукцион Сотбис в Гонконге. Начальная цена лота была определена
в 1 миллион долларов. Это 76 миллионов рублей. Однако устроители аукциона планируют продать кроссовки еще дороже. Сообщается, что пара обуви Уэста стала самой дорогой в истории аукциона. По информации в средствах массовой информации, кроссовки продает коллекционер обуви. Они будут демонстрироваться сегодня в Гонконгском выставочном центре. Последний день. И после этого уйдут с молотка и достанутся тому, кто предложит самую высокую цену. 1 миллион долларов. За кроссовки. Поношенные. Поношенные. Канье Уэстом. Они деньги не умеют считать. И, кстати, сегодня день бухгалтера. День не просто бухгалтера, а день главного бухгалтера отмечается. Это важно. На плечах этих людей просто совесть всего предприятия. Просто наша зарплата, опять-таки. Ну и, конечно же, спокойный сон. Всех бухгалтеров поздравляем с праздником. Ну и какие еще интересные даты и события произошли сегодня, узнаем из нашей следующей рубрики. 21 апреля – День местного самоуправления в России, День главного бухгалтера в стране и Международный день секретаря. Кроме того, сегодня Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Это праздник ООН. Сегодня также день рождения королевы Елизаветы II. Она появилась на свет в 1926 году. Дату празднуют дважды в год, не только 21 апреля, но и в одну из суббот июня. Елизавета – старейший монарх в истории своей страны по возрасту и рекордсмен по времени нахождения на британском престоле. Сегодня день основания Рима. Согласно преданию, Вечный город был основан Ромулом 21 апреля 753 года до нашей эры. По народному календарю, если сегодня погода с ясным солнцем и светлым днем, то лето будет хорошим, а вот туман и пасмурное небо предзнаменуют плохое лето. 21 апреля 1932 года – день создания морских сил Дальнего Востока. 21 апреля 1954 года СССР вступил в ЮНЕСКО – Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. В 1972 году в этот день аппарат американского космического корабля «Аполлон-16» совершил посадку на поверхность Луны. 21 апреля 1735 года родился Иван Кулибин, русский механик-изобретатель. В 1758 году в этот день на свет появилась Арина Родионовна, няня русского поэта Александра Пушкина. 21 апреля 1816 года родилась Шарлотта Бронте, английская поэтесса и романистка. В 1864 году в этот день на свет появился Макс Вебер, немецкий социолог, историк и экономист. 21 апреля 1955 года родился Крис Кельми, советский и российский рок- и поп-музыкант, композитор. Именины в этот день празднуют Иван, Мария, Родион и Сергей. Доброе утро всем, всей нашей республике и кто только присоединился или кто уже просыпается с нами не первый день. Всем еще раз напоминаем, что сегодня среда, середина недели, 21 апреля. Также напоминаем наш WhatsApp номер 914-273-44-88. Присылайте на него приветы, поздравления для своих близких и родных. Напоминаем, Инстаграм «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы из нашей передачи на страничке в Инстаграме. Ну а далее также вы можете сообщать о каких-то важных событиях в своей жизни. А прямо сейчас к нам присоединился наш новостной обозреватель Василий Раченко с последними новостями. Мишустин упростил рефинансирование ипотеки с мат-капитала. Он внес изменения в правила оформления прав собственности на жилье, купленное за счет ипотечного кредита. До сих пор граждане в течение 6 месяцев после рефинансирования были обязаны оформить на детей долю в квартире. Банк получал в залог недвижимость с несовершеннолетними собственниками, что осложняло взыскание жилплощади, если заемщик переставал выплачивать кредит.
Из-за этого многие организации отказывались рефинансировать ипотеку с мат-капиталом. Теперь семьи смогут оформлять квартиры на детей после полного погашения кредита у рефинансировавшего его ипотеку банка. Это, считают в правительстве, позволит защитить права получателей материнского капитала и обеспечит их доступом к рефинансированию наравне с другими гражданами. Глава региона Айсан Николаев и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин обсудили начало практической реализации строительства Ленского моста. Зампред заверил, что поддерживает проект при уровне финансирования из федерального бюджета в 50%. В ходе рабочей встречи были также рассмотрены вопросы реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья, нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и регионального проекта «Дорожная сеть». Напомним, в 2021 году в Якутии планируется ввести в эксплуатацию более 260 километров автодорог. Центр избирком призывает якутян принять активное участие в общероссийской тренировке автоматизированной системы выборы и комплекса дистанционного электронного голосования. Эти новшества россияне впервые смогут использовать в единый день голосования 19 сентября. Целью тренировки станет проверка готовности избирательных комиссий и самой системы к проведению выборов. Так, с 21 апреля по 7 мая на портале государственных услуг пройдет прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. А само тренировочное голосование на портале госуслуг состоится с 12 по 14 мая. Отмечается, что для полноценного тестирования системы необходимо участие 10 тысяч человек в районах Якутии. Тем временем в Нерюнгринском районе завершается подготовка к досрочным выборам главы. С 6 по 15 апреля прошло досрочное голосование для оленеводов в дальних стойбищах и вахтовиков. Часто, чтобы добраться до избирателей, приходится преодолевать огромные расстояния. В дальние стойбища комиссия вылетала на вертолете. В этот день всего проголосовали 8 человек. Досрочное голосование было организовано и для вахтовиков на временном избирательном участке в поселке Эльга. Проголосовать собралась очередь из жителей поселений. Напомню, выборы главы Нерюнгринского района пройдут с 23 по 25 апреля. В Айхальском обогатительном комбинате возобновят горные работы на трубке «Заря» с 1 июля. Деятельность карьера была приостановлена 15 мая прошлого года из-за экономического кризиса, вызванного пандемией. В прошлом году останавливали и рудник Айхал. Во время простоя на предприятии осталась часть персонала. Они обеспечивали бесперебойную работу. С 1 октября работы на руднике возобновили и удалось добыть порядка 300 тысяч тонн руды. Создали в комбинате и новый цех – Центр комплексного сервиса. Сегодня он насчитывает свыше 1000 человек. Цех объединил все ремонтные службы. Однако многие работники остались недовольны результатами специальной оценки условий труда. Было обращение коллективное, мотивированное мнение профсоюза, после чего было проработан ряд вопросов касаемо и изучения этих документов, которые получили мы по СООТу. Проработан ряд мероприятий, принято все-таки решение о том, что мы по одной из профессий, касаемо энергетического профиля, это ЦСО фабрики, будем проводить повторную оценку. Якутск вошел в топ-5 самобытных городов России по версии Global Times. Китайское издание отмечает, что в России насчитывается около 200 этнических групп, и многие регионы сохраняют свой язык и традиционную культуру. Материал опубликован в специальном разделе газеты «Россия в перспективе». Якутск Global Times называет одним из самых изумительных городов России. Здесь прекрасно сочетаются якутский колорит, сибирские морозы под -50 и архитектура на вечной мерзлоте, отмечает издание. К местным градостроительным особенностям Global Times относит возведение домов на сваях. На этом пока все. Хорошего вам дня. Василий, спасибо. Напоминаем, что сегодня день главного бухгалтера, и вы можете присылать поздравления своим бухгалтерам на наш WhatsApp номер 914-273-44-88. Мы обязательно прочитаем, поздравим. Подписывайтесь обязательно от кого, потому что от этого, от красоты вашего поздравления зависит ваша зарплата. Что немало важно. А сегодня день главного бухгалтера отмечают еще и в Бердиге-Стяхе, горного района. Главным бухгалтером филиала ГУП ЖКХ работает Василий Шкулев. И в свободное время от свода дебета с кребетом он
поражает мишени из лука. Вы представляете, друзья, об этом человеке наш следующий сюжет. С этим интересным видом спорта Василия познакомила дочь и увлекло так, что сам решил заняться стрельбой. Это исторический традиционный лук. Стреляем с 17 метров. Стрела из дерева. Целюсь через головку стрелы. Для стрельбы из лука надо иметь характер и спокойствие. Благодаря упорному труду с тренером Зинаидой Платоновой в этом году стал серебряным призером республики и получил возможность войти в состав сборной команды республики, а также выиграл путевку на участие в чемпионате страны, который прошел в городе Орел. Там меткий стрелок показал хороший результат, вошел в 4 лучших. Вася занимается стрельбой благодаря дочери. Так, усилия, постоянства, тренировки и техники, и я возлагаю на нее большие надежды в будущем. Главным отличием Василия является то, что он левша, поэтому его инвентарь сделан по специальному заказу. Этот лук заказал в прошлом году мастеру из Омска, Яткину Даниилу, для левши. Что он сделал. Ага, вот когда узнал, что наш коллега Василий занимается таким необычным видом спорта, как стрельба из лука, традиционно, я поддержал его. Но главное, чтобы хобби не мешало деятельности на основной работе. Сегодня вижу, что его любимое занятие дает ему дополнительный заряд энергии. И это благоприятно сказывается в его рабочем процессе. Первые достижения пришли, и желаю ему не останавливаться в достигнутом и идти вперед. Мы с дочкой поспорили, кто сколько, у кого будет много медалей. Она сейчас кандидат мастера спорта по блочному луку. Занятие стрельбой из традиционного лука дает мне заряд бодрости и вдохновляет на еще большие свершения и не только в спорте, и в целом в жизни. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горный, Бердикостях. Наш утренний эфир продолжает рубрика «Якутия. 20 лет в 21 веке». В ней мы вспоминаем, какой путь прошла наша республика в новом тысячелетии, каких успехов удалось добиться за это время, какой была жизнь ранее и какая она стала сейчас. Каждый день мы делимся с вами одним из интересных фактов о городе Якутске и о республике в целом. На этой неделе мы поговорим о развитии спортивной сферы. Сегодня факты о победах якутских спортсменов. Якутяне на пьедестале почета. За 20 лет наши спортсмены завоевали более 1000 наград на всероссийских и международных соревнованиях. Ежегодный урожай медалей за 2 десятилетия увеличился в 9 раз. В 2000 году в копилке якутских спортсменов было 11 медалей. В 2012 году уже 97 наград. Многие якутяне вошли в спортивную элиту России и сейчас защищают честь нашей страны на чемпионатах мира. 20 лет назад в Якутии было всего 11 кандидатов в сборной России. В прошлом году 19 раз больше – 215 кандидатов в сборные. В самых главных соревнованиях планеты – Олимпийских играх – участвовало 15 якутян. 4 вернулось с наградами. Вся Якутия гордится 5-кратной чемпионкой России по марафону Сарданой Трофимовой, 3-кратным чемпионом по боксу Василием Егоровым, чемпионом Азии и бронзовым призером Кубка мира по вольной борьбе Аялом Лазаревым, чемпионкой России по дзюдо Ниргуяной Никифоровой. Да, большой спорт – это огромный труд и ежедневная дисциплина. Спасибо спортсменам, которые представляют Якутию, мотивируют нас своим примером, своими достижениями спортивных вершин. Желаем каждому новых побед и новых свершений.
Каждым спортсменом наша республика особо сильно гордится, друзья. Так что продолжайте в том же духе. И мы вас верим и поддерживаем вас всей Якутии. А в городе Якутске очень много людей в возрасте 60+, у которых есть разные увлечения. И вот они ходят на тренировки, изучают иностранные языки, а также осваивают компьютерные игры и компьютерную грамотность. В том числе, а также следят за модными тенденциями, что немаловажно по весне. Герои следующего сюжета уверены, что стильный возраст не зависит от года рождения в паспорте. Меня ждет вот лыжная прогулка, свежий воздух. Это очень здорово, конечно. В Якутске 9 часов утра, а Михаил Прокопьевич уже на ногах, а вернее на лыжах. В свои 67 он в отличной форме. С утра он уже пробежал 5 километров. Проректор университета давно сменил офисные костюмы на casual. Теперь в его гардеробе толстовки, модные блейзеры и удобная обувь. Я как-то очень долго классический костюм, в рубашке с галстуком. Мне приходилось работать, да, обязательно быть в форме, надо было быть. Потом я как-то перестроился и постарался, чтобы спортивный стиль у меня одежды. Михаил Прокопьевич – марафонец. Бег для него и философия, и особая мантра. Не сбиться с жизненного ритма, строить долгосрочные планы, не бросать дела на полпути. И это все дает бег, наполненный смыслом. Советуют, прежде чем начать бегать, прочитать книгу Мураками. О чем я говорю, когда говорю о беге. Надо жить, конечно, подольше, но в том числе качественно. Понимаете, у вас должна быть выносливость, вы должны хорошо, как говорится, питаться, качественно проводить свой отдых. Интеллектуально тоже, конечно, надо заниматься. Михаил Федоров сейчас готовится к следующему марафону. Признается, в постоянном движении, в скорости он живет насыщенной и интересной жизнью и шутит: «Я бегу, следовательно, я существую». Лида Задаевна впервые готовится к фотосессии. Признается, с молодости любит одеваться не как все. Вот и сегодня при полном параде. Доброе утро. Доброе утро. Почему вы готовитесь? Я готовлю фотосессию, показываю свои наряды. Что вы приготовили? Приготовила 4 комплекта. Хочу попробовать показать все. В студии «Пространство» Свете Софитов жизнь Филиды Задаевны приобретает новые краски. Фотографии 68-летней модели хоть сейчас на обложку. Но история жизни далеко не глянец. В 1977 году переехал из Уфы в депутатский. Развод, тяжелые 90-е с дочкой и сыном-инвалидом закалили характер. Эта хрупкая женщина работала крановщицей в депутатском ГОКе и 7 лет поднимала тонны груза. У нее 4-й разряд. Я туда пришла в пакистанской белой рубашке, джинсах и в кроссовках. Лида Задаевна уже давно перелистала свою жизнь. Сейчас у нее успешное дело, интересная работа и любимые внуки. Лида Задаевна отмечает, выглядеть так в 68 – это большой труд. Зарядка на тренажерах, диета, пешие прогулки не дают ей выйти с дистанции. Передать особую энергетику в образе – главное в работе фотографа. В любом времени есть своя красота, и почему бы нет? Никогда не отчаиваться – главный жизненный принцип, которому учат нас наши герои. И даже когда трудно и больно, иди вперед и всегда улыбайся. Надо себя радовать. Красиво одеваться, красиво посуду надо кушать. Все надо красиво, от того настроение появится. Я никогда никому не завидовала. Ирина Григорьева, Семен Афанасьев, Григорий Григорьев, Якутск. 29 апреля на большой экран выходит фильм «Сердце солдата» режиссера Руслана Тараховского. Фильм посвящен памяти и снят по биографии знаменитого якутского писателя Тимофея Сметанина. И сегодня о своем творении нам расскажет сам режиссер картины Руслан Тараховский. Руслан, доброе утро. Доброе утро. Ну и как родилась идея фильма и почему решили именно взяться за биографию именно Тимофея Сметанина? Ну, идея не родилась, а скорее это был заказ. Кобяйский улус заказал нам вот этот фильм, и мы приступили. Нам понравилось то, что там есть поэт-фронтовик, да, поэт на войне, это интересно показалось нам, поэтому мы взялись за это дело. Ну, там они выделили деньги, мы начали работать. И в процессе работы мы сами придумали сценарий. Дмитрий Татаринов, наш генеральный продюсер, собрал команду, мы начали работать. И
придумали такой интересный сценарий, где вот два времени есть, да, вот, и Вот современное. почему и именно был выбран именно такой ход? Сплетение времени военного и современности. Хотели, чтобы там фильм был таким разнообразным, да, вот, и финансов тоже не очень было много, поэтому сократили время войны за счет современности, да. Современное время дешевле показать. Да, более дешевле, да, конечно. Ну и в смысле героя тоже, вот, да. Герои нашего времени, и вот там наши деды, вот, герои того времени, да. Это тоже показалось нам интересным параллелем таким. А сами, как вы считаете, очень ли отличаются герои того времени и нынешнего? Ну, конечно, отличаются. Там наши деды были такими очень глубоко верующими в добро люди, да, вот, такими крепкими людьми, да, с чистой совестью, да. А сейчас вот мы сделали героем скрипача, парня-музыканта. Это тоже символично, мне кажется, потому что вот люди искусства тоже воины. Я так считаю, да, вот. Люди искусства, вот Степан знает. Мы тоже воины света, да, вот, которые делают добро, инженеры души. Да, вот. Ну, вот, Вы театральный режиссер, и вот как раз-таки в картине у вас снялись актеры Русского театра, Саха-театра. Да. В чем главное различие между работой на сцене и именно кинематографом? Ну, особой-то разницы нету, вот, в смысле вот, актерской игры. Вот режиссером быть и кинофильма – это другое. Кино, конечно, совсем другое искусство, вот, чем театр. А тебе, Руслан, что больше нравится, режиссировать в театре или режиссировать в кино? Больше, конечно, не знаю, что нравится, но в кино очень интересно тоже работать. Вот, я вот так первые шаги делаю, да, вот в этом направлении. Но оба интересные. Мне показалось, в кино интересно тем, что вот сам создаешь сценарий и сам свое видение вот делаешь, да, вот. А в театре ты работаешь вот над материалами писателей. Кому вы порекомендуете посмотреть этот фильм и почему? Всем рекомендую смотреть. Там особо нету ограничений возрастных. Это кино сделано стихами Тимофея Сметанина. Там основной сценарий ложится на стихи. Там звучат стихи. Вот как в фильме Андрея Тарковского «Зеркало», да, вот. Там же по стихам идет Арсения Тарковского, а здесь по стихам Тимофея Сметанина. Вот в том-то и интересно. Какая-то фестивальная жизнь уже планируется или еще рано об этом думать? Вот на нас вышел вот Сергей Анашкин, да, вот, известный такой тоже в сфере кино человек. Он попросил вот это наше кино, он говорил, что я долго искал вот такой фильм, сказал, да, вот. И мы поставили вот Чебоксарский международный фестиваль, наш фильм. И, результаты будут известны вот в конце мая, наверное. Будем все вместе держать за вас кулачки. Ну и, конечно же, друзья, мы всем рекомендуем вам отправляться на премьеру 29 апреля. Фильм «Сердце солдата». Руслан, спасибо. Вам спасибо тоже. В современном мире темп жизни очень быстрый. Чтобы все успеть, люди зачастую пренебрегают полноценным сном и отдыхом. Ну и отсюда распространенный синдром хронической усталости. Тебе нужно отдохнуть, Полина. Да, я бы с удовольствием сейчас уснула. Свои советы, как его избежать и как с ним бороться, даст наш доктор. Доброе утро. Синдром хронической усталости – это постоянное чувство переутомления, усталости, упадок сил, даже не проходящее после длительного отдыха. Это заболевание характерно особенно для жителей развитых стран и населенных мегаполисов. Особенно заболеванию подвержены люди среднего возраста, так как в этом возрасте они наиболее работоспособны, стремятся к карьерному росту, к успеху и возлагают на себя непосильные нагрузки. Главная причина возникновения синдрома хронической усталости является постоянная психоэмоциональная нагрузка на нервную систему.
Проявления симптомов сугубо индивидуальны, но чаще всего проявляется в виде депрессивных состояний и нервных расстройств, в виде повышенной раздражительности, вспышек гнева, агрессии, а также снижения работоспособности. Терапия заболевания направлена на устранение симптомов, она сугубо индивидуальна и комплексно направлена на повышение устранения симптомов и повышение работоспособности. Ежедневные прогулки на свежем воздухе, достаточный сон помогают избежать синдрома хронической усталости. Поездку на природу, частые прогулки, отдых на курорте помогут избежать перенапряжения и дадут нервной системе восстановиться и отдохнуть. Занятие любимым делом или хобби, отказ от фастфуда, а также употребление большего количества овощей и фруктов, достаточно питьевой режим, способный восстанавливать запасы энергии, а также хорошей работе всех органов и систем. При этом укрепляется иммунитет. Главное – отказаться от злоупотребления алкоголем и отказаться от курения. При первых симптомах недомогания обратитесь к лечащему врачу и будьте здоровы. Очень хороший совет сразу обратиться к врачу, но я услышала самую главную рекомендацию, что если вы чувствуете недомогание, отправляйтесь на курорт. На курорт, да, это По-моему, отлично. отличный совет. Замечательно, друзья. Всем рекомендую, используйте. Наш коллега Руслан Ачиров, когда не ведет эфиры, то испытывает на себе различные лайфхаки. И самыми интересными из них делится с нашими зрителями. Давайте посмотрим. Скоро наступит жаркое лето, и как можно проветрить автомобиль очень быстро? Достаточно открыть заднее стекло и несколько раз сделать движение, как бы открытие-закрытие водительской двери. Конечно, со стороны может показаться немножко другое, но тем не менее вы очень хорошо проветрите автомобиль таким способом. Следующий автомобильный лайфхак. Если вы двигаетесь по трассе и вам в боковое окно ярко светит солнце и мешает движению, то просто оторвите вот эту часть козырька и поставьте ее сбоку. Друзья, с вами был Руслан Ачиров и несколько полезных автомобильных советов. Пользуйтесь на здоровье. Руслан, спасибо. Как мы жили без этих советов, а? Действительно, просто в душных машинах сидели и изнывали от жары. Но сейчас бы только лето осталось нам дождаться. 38-й ежегодный международный фестиваль воздушных змеев в этом году собрал в китайском Вэйфане 118 команд, которые привезли более 10 тысяч устройств, летающих при помощи силы ветра. Древнее наследие воздушных змеев, изобретенных в Китае более 2000 лет назад, и в наши дни объединяет людей по всему миру. Это неудивительно, ведь в небо поднимаются конструкции самых разных форм и размеров, от маленьких автомобилей и рыб до гигантских кальмаров и многоножек. Международный фестиваль воздушных змеев в Вэйфане впервые состоялся 1 апреля 1984 года. 4 года спустя президиум фестиваля объявил Вэйфэй столицей воздушных змеев, а в 1985 году в городе начала работать штаб-квартира Международной федерации воздушных змеев. Слушай, потрясающая красота. Очень красиво. Надеюсь, что у нас тоже пройдет какой-нибудь такой подобный фестиваль змеев. У нас на цехе Туймады, кстати, змеев запускают, очень красиво тоже. Ну, на этом наша программа завершается. Обо всем остальном мы поговорим с вами доброго. завтра. Друзья, всего доброго. До свидания.